Всем привет, друзья! В эфире программа «Пропеллер». И сегодняшний наш выпуск целиком и полностью посвящен людям интеллектуального труда. Это люди, которые чуть-чуть отличаются от обычных людей. Мне показывает лампочку. Я знаю, что она горит. Все, да? А этот человек может знать вообще, что внутри, как она горит, почему она горит. И самое главное, зачем? Зачем она горит? Давайте перейдем к сюжету. Первый сюжет у нас посвящен сфере IT. IT, знаете, что такое? Информационные технологии. В 90-е постоянно говорили «программист». Ты же программист. Если даже у тебя работа косвенно связана с компьютерами, все всегда говорили «ты же программист, делай». Вот айтишники — это вот те люди, которые выросли из этих «ты ж программистов» и которые занимаются, ну, в основном, конечно, написанием программ, проведением инфраструктуры какой-то, связанной с информационными технологиями. В 9 классе ты хотел стать программистом? Да, до того момента, когда мы начали изучать BIOS или что. Нет, не BIOS, а как-то он... Basic. Не Basic, по информатике, помните? C++, Fortran, Basic. Старый язык. Паскаль. Паскаль. До того момента я очень хотел быть хакером, там, в каким-нибудь сидеть. Но потом мы начали изучать вот этот Паскаль, Турбо Паскаль, все, я подумал, это не мое. Нет, пожалуйста. Что это такое? Остановитесь. Мы в гостях у разработчиков популярного якутского приложения InDriver. Один из программистов отдела, Мичил Андросов, мечтал работать в сфере IT-технологий еще с детства. Со школы уже знал, что буду программистом почему-то. С детства тянуло к компьютерам, потом поступил на специальность информационной технологии. В 2012 году закончил, и с тех пор я работаю программистом. У тебя выбор есть: пойти в маленькие веб-студии, пойти работать в министерство каким-то программистом, пойти работать 1С программистом, например, какой-нибудь магазин большой, либо устроиться в такие вот большие хорошие компании, как, например, Сахантернет. В свободное время Мичил разрабатывает собственные проекты. Например, Басик – удобное приложение для отслеживания автобусов. Или Информ Якутск – приложение отображает выгодные курсы валют местных банков и стоимость бензина. Также Мичил разработал якутскую клавиатуру для iOS. У нас холодно. Чем еще заниматься, кроме программирования? Это лично мой взгляд, мое мнение. Если ты хороший специалист, если ты будешь стараться, то ты можешь очень многого добиться, сидя в Якутске на глобальном, на мировом рынке. По словам исполнительного директора проекта InDriver Александра Бурцева, самое главное для специалиста любой сферы – это постоянное саморазвитие. Сам Александр начинал работать в команде из 2 человек. Теперь в его отделе работают 18 специалистов. Это программисты, дизайнеры и менеджеры. У нас же все думают, чтобы много получать, чтобы много заработать, надо идти в госструктуры, стать чиновником, депутатом. Я думаю, став айтишником, можно заработать так же или больше даже, я бы сказал. IT-сфера такая быстро растущая сфера, да? Каждый день все меняется, новые технологии появляются, надо быть в курсе всех технологий, где-то новые проекты появляются, стартапы, то есть надо постоянно развиваться, тут без развития никак вообще. В этом ценность IT-специалиста в том, что он развивается наравне с технологиями. В Якутске у нас появилось несколько компаний, которые занимаются разработкой приложений. Это очень хороший способ напрямую влиять на жизнь приложениями. Казалось бы, маленькая АПК-шечка на 500 килобайт может изменить жизнь не сотни, не тысяч, а десятка тысяч людей в пределах нашего города. А если мы говорим о стране, то объем, соответственно, гораздо выше. Мне в детстве всегда рассказывали сказки о Лонхо, про нашу историю, про якутов, про все вот это вот. Но заложилось у меня вот здесь 30%, ладно, 50% заложилось вот здесь. Но я не смогу все 100% рассказать своим детям все это, да. Я лучше возьму, скажу: на вот телефон, вот тебе приложение отличное, сиди, играй и
Узнавай. Мир развивается, все развивается, появляются новые гаджеты, неважно, может быть, наши дети, внуки, правнуки будут пользоваться уже совсем другими устройствами, там, не знаю, дополненная реальность, рукой провел, все. Ну, вот. Как бы, и там уже Олонхо всплыло. Обо всем об этом вот сейчас вот будет. Сейчас. Давай. Мы открылись в 2012 году. То есть у нас было сначала 5 человек, поэтому компания так и называется, Fivetronics, то есть слово 5. Сейчас у нас уже работает где-то 15 человек, а если включая всех студентов, то где-то 20. У нас был проект, студенческий проект, получается, про инновации. Мы пришли в Fivetronics, познакомились с Сергеем, и он показал, как они работают. Мне очень понравилось, и так я и осталась. Самое первое наше приложение было вот как раз якутские сказки. Это интерактивные детские сказки для детей. Это приложение на 3 языках вышло. На английском, на русском и на якутском. Это, наверное, будет первое приложение на якутском языке, которое вот позволяет детям изучать английский язык, также якутский язык, ну вот и русский язык. Я занимаюсь сейчас другими 16 сказками. Мы начали работать с издательством Kinderbook. Их штаб находится во Вьетнаме. Но они выпускают разные сказки разных народов мира. Мы перевели вьетнамские сказки на якутский язык. Эти 16 сейчас уже готовятся, и вот первая выйдет. Я сама не представляла, как вообще создаются, да, эти приложения. Но процесс оказался очень сложным. Договариваешься с сценаристами. Потом искали актеров. Создание приложения, оно включает в себя процесс там, работы не только программиста и дизайнера, а также целой команды актеров озвучки, сценаристов. То есть это, грубо говоря, такой продюсерский центр. К нам обратилась студентка, выпускница художественного училища. Она пришла к нам уже с готовым проектом выпускным. Это вот проект «Якутия Мини» называется. Это приложение, которое позволяет детям одевать как куклу. То есть сейчас очень много таких приложений. Одень там Барби, одень там Винкс, одень пони разукрась, да, а ничего связанного с нашей культурой нету. И если мы сами эти проекты не будем делать, то их никто не будет делать для нас. У нас есть еще другой проект, это «Легенды Якутии». Это приложение будет состоять из 5 легенд народов Саха. Бык зимы, Чисхан, Зима, горы Киселях и Лабангырское чудовище. Мы также планируем в будущем все свои проекты объединить и сделать из них электронные учебники. Все приложения, которые мы делаем, в первую очередь, они направлены на общество, как бы на социальный, это социальный проект. В первую очередь мы делаем для себя, для души. Конечно, мы все стремимся к лучшему, чтобы наша республика развивалась именно в инновации. Вот для чего мы все это делаем. Для нашего общества, для нашей республики. Какой был любимый предмет у тебя в школе? Химия. Валентность. Да, валентность, ковалентность и так далее. Я почему-то все это очень любил. Хотя я вообще с точными науками вообще не дружу. Наш герой следующий, о котором мы будем говорить, как раз-таки сделал химию своим жизненным путем. Стипендиат гранта президента Российской Федерации. Ух ты ж. Что это значит? Что за свои идеи, за свои исследования человек получил конкретную финансовую поддержку от нашего государства. Я помню наши студенческие годы, когда мы привлекали к каким-то научно-практическим конференциям, к участию в этих конференциях моих однокурсников. Никто не хотел идти, вот реально там нет, отнекивались. А сейчас меня очень радует, когда я вижу большое количество участников, молодых студентов, школьников, которые пишут свои проекты, готовят отличные презентации. И вот как раз-таки в сфере химии, биологии. Молодежь наконец-то поняла, что за наукой будущее все-таки. А за гуманитарием уже прошлое. Вот он настроен сегодня на такую волну, да? На какую? Наша лаборатория называется лаборатория техногенных газовых гидратов. Институт основан в 1999 году. Молодой институт. В институте 10 лет работаю после окончания университета. Про газовые гидраты я в студенчестве не знал.
начали изучать газовые гидраты из-за того, что возникали проблемы при добыче нефти и газа. На промыслах образовывались гидратные пробки, то есть внутри трубы гидратная, типа льда, гидратная трубка и все, закупоривание. И вот эту проблему начали изучать, и оказалось, что там как раз подаются такие условия, чтобы образовывался гидрат. Мы сейчас начали изучать с точки зрения использования. Газовый гидрат рассматривается как альтернативный источник энергии. Так в чем же польза таких исследований? Гидрат состоит из смеси газа и воды. В обычных комнатных условиях гидрат разлагается обратно на эти газ и воду, но при наших зимних температурах вода замерзает и создает защитный ледяной кокон, который сохраняет внутри природный газ. Это может существенно снизить расходы на хранение и транспортировку природного газа в условиях нашей долгой и суровой зимы. Общие запасы природного газа в виде гидрата превышают все разведанные запасы нефти и газа. Представляете себе, сколько это природного газа в виде гидрата в залежах. И вот все развитые страны, которые имеют свои национальные программы по изучению газовых гидратов, сейчас ориентированы на это. И они финансируются, миллионами долларов туда вкладывают. А в России нет. В России только наука. Это фундаментальное исследование. Да, некоммерческое. Химия – это специфическая, всегда эксперименты какие-то проводились. Это надо быть очень аккуратным, халат, защитные очки, работа с кислотами. Вот эта вот специфика всегда дает тебе дисциплину. Надо учиться в свое время в школе, то есть постигать химию, математику. Математика, кстати, везде в науке. То есть без математики в науке никак. Если есть интерес, человек ни перед чем не остановится. Он будет идти до конца. И если он захочет заниматься наукой, то он будет заниматься наукой. Мне кажется, очень важно, что, да, молодые люди заинтересовались наукой, но еще не менее важный фактор, что теперь они, будучи заинтересованными, имеют возможность этим заниматься, то есть жить благодаря науке. Ну что ж, дорогие друзья, наша передача, к сожалению, подходит к концу. Рады были провести с вами эти счастливые минуты, а вы смотрите наши выпуски также онлайн в нашей группе Проб ТВ. И увидимся ровно через неделю. Пока. Всем пока. Паку. Yeah.